Друзья, рада вас приветствовать на своем канале. С вами Ольга Быстрова. И хочу предложить вам расклад на неделю с 16 по 22 сентября для весов на 2019 год. Рассмотрим сферы отношений, работы и финансов. Первая карта Таро верхняя покажет шансы в каждой из сфер, а вторая карта Таро снизу подскажет, как действовать максимально успешно. И потом я еще достану карту из цыганской колоды для того, чтобы прояснить ситуацию. Итак, первая карта – шансы в отношениях. И у нас выпадает карта сила, старший аркан. О чем может говорить эта карта для тех весов, которые находятся во взаимоотношениях уже или в браке? Возможно, это подтверждение того, что у вас крепкие отношения. И, возможно, именно на этой неделе у вас такое еще влечение к друг другу возникнет, страсть. Скорее всего, вы очень мудро относитесь к взаимоотношениям друг к другу. И, скорее всего, даже если возникают какие-то конфликты, да, вы их разрешаете. Ну вот, кстати, может такая ситуация проявиться на этой неделе. Может быть, был какой-то конфликт, и сейчас он как раз решается. И вы очень мудро действуете, вы, скорее всего, не просто хотите поменять партнера своего, но и сами меняетесь. Скорее всего, убираете свои слабые стороны, какие-то страхи по поводу отношений. Вот, может быть, эта карта еще показывать какие-то испытания, которые ждут пару. Какие-то от судьбы могут быть приходить искушения, да, и вот эта неделя может проверять как бы на прочность ваши отношения. Если вдруг в паре назрел разрыв, то карта даст сил на то, чтобы уйти, да, на то, чтобы начать жизнь заново. Если говорить о решении, да, как вот лучше всего действовать, то подсказкой у нас выпадает четверка пентаклей. Карта говорит о том, что вам поможет, для того, чтобы вот ваши отношения были крепкие, прочные, да, вам поможет такая вот стабильность в доме, в финансах, в достатке, в каком-то стабильность, да. Важно решать вопросы денежные в отношениях. Может быть, вам нужно договориться о распределении денег. Вот денег между супругами, между партнерами. Может быть, имущество нужно распределить. Может быть, разделить сферы, какие-то ответственности в семье. В общем, важны какие-то договоренности и обязательства. Эта неделя, прям она вас, скорее всего, будет подталкивать к этому. И, скорее всего, это для вас сложный вопрос. Не зря он у вас определяется картой сила. То есть вам нужно еще сильнее стать, вам нужно подняться над собой, да, чтобы эти вопросы решить. Возможно, у вас давно этот вопрос назрел, да, и, может быть, просто жизнь вас подталкивает. Может быть, скоро будет такая ситуация, когда вам именно пригодится то, что вы решите имущественные вопросы заранее. То есть, что причитается одному супругу, что другому, да, как-то это закрепите в каких-то договорах. Вот почему-то для вас это важно. Обратите внимание. Давайте посмотрим, что будет говорить цыганская колода вам по этому поводу, по поводу ваших взаимоотношений на этой неделе. Посмотрим. Так, и вам выпадает король пиковый, как подсказка, да? О чем это может говорить? Ну, эта карта как подтверждение идет сказанному. Вам нужно завершить на этой неделе вопросы, связанные с имуществом. Нужно защитить своего партнера финансово на будущее. Прям вот карта, видите, в подтверждение выпала та, что нужно. Давайте теперь подумаем, вернее, посмотрим, что карты говорят для тех весов, которые находятся в поиске партнера. Ну, во-первых, вы можете встретить человека, который вам действительно подходит, да, который, может быть, будет сильным, мудрым, да, который способен меняться, который, может быть, обладает каким-то статусом, стабильностью. У него уже как бы много достигнуто, то есть в его жизни уже много достигнуто, да, и он, может быть, даже готов с вами разделить свою жизнь. Давайте посмотрим, что говорит
цыганская колода вам по поводу встречи с новым человеком. Да, очень хорошие возможности для вас, скорее всего, открываются. Так, и выпадает опять подтверждение, прям точное. Десятка бубновая. Она говорит как раз о том, что вы можете встретить человека состоятельного, с большими прям финансами, да, то есть очень такого богатого, обеспеченного. Это будет либо житель большого города, либо, может быть, даже из другой страны человек. То есть каким-то образом у вас на этой неделе может встреча произойти. Может быть, вы сами в поездке окажетесь, может быть, через интернет познакомитесь. Или еще какая-то ситуация может произойти. Может быть, это будет какое-то обучение, связанное с деньгами, да, и вы можете там встретиться с этим человеком. То есть это может быть и мужчина, и женщина. Я партнер имею в виду в общем смысле. Ну, отличные перспективы для отношений у весов на этой неделе. Посмотрим, что же ждет вас, весы, в работе. Для тех, кто имеет стабильную работу или свое дело. Так, у нас выпадает двойка мечей. Осторожно, да, все осторожно нужно делать на этой неделе. Осторожно вести дела, нужно обязательно планировать, не просто планировать на будущее, а вот именно стратегически и тактически, да, то есть нужно будет каждый шаг планировать и все это сверять с направлением нужным вам. Вам нужна дипломатичность в отношениях с партнерами и с коллегами, потому что могут быть напряженные ситуации в отношениях. Еще эта карта говорит о том, что вы вдруг потеряете веру в свои силы. Может быть, потому что не признают то, что вы делаете, не оценивают по достоинству. И вообще у вас, скорее всего, на этой неделе какой-то тупик, как будто бы нет понимания, что делать дальше. Какая цель, да, вот нужно заняться планированием, нужно понимать, что делать и куда идти. И вот как совет выпадает король кубков, как решить эту проблему. Нужно начать помогать другим. Помогайте бескорыстно, и вот для вас тогда откроются новые пути. И еще, эта карта говорит о том, что нужно использовать свои творческие возможности, способности. Нужно на мудрость, на интуицию опираться, на дипломатичность. Опять же, видите подтверждение, то, что нужно быть дипломатичным. Нужно доверять вот своему внутреннему голосу. Но обязательно будьте реалистами, не нужно впадать в иллюзии какие-то. А будет очень хотеться на этой неделе впасть в иллюзии, потому что когда ничего не получается или когда сложности какие-то, хочется надеяться просто на что-то, чего нет в реальности. Да, это очень легко и приятно. Но вот избегайте этого. Давайте посмотрим, что же карты скажут цыганские тем весам, которые работают и оказались в такой ситуации. Выпадает десятка червовая. О чем она говорит? Десятка червовая. Ну да, хорошие отношения, да. Если будете сохранять хорошие отношения в коллективе, хорошо относиться к себе, то есть для вас вот самое главное вот именно сейчас сохранить вот эту лояльность в отношениях, да, и не обижать себя, верить в себя, то тогда ваша работа стабилизируется и даже очень даже может быть хороший поток финансовый. То есть сейчас просто сложный период. У вас хорошие, прекрасные перспективы на будущее. Можете даже стать довольно-таки состоятельным человеком со временем. Давайте теперь посмотрим, что ждет весов, тех, которые ищут работу. Для них, конечно, проблема сегодня на этой неделе как-то не дается вам, возможно, работа, либо какая-то неподходящая попадается, либо вас не понимают. И, в общем, нет действительно того признания ваших заслуг, оценки вашего опыта, да, чтобы действительно вам это, ну, как бы соответствовало, нравилось, да. Не очень хорошая неделя в этом плане. Но если вы точно так же начнете как-то свои способности проявлять, да, можете как-то подход находить к людям, если будете доверять своей интуиции, если, может быть, просто
попросите возможности проявить себя в каком-то деле, в какой-то профессии, может быть, просто на правах, как сказать, ну, фрилансера, или, может быть, просто без денег, без оплаты поработать, чтобы ваши возможности, да, были понятны работодателям. Вот, скорее всего, у вас тогда и неплохо может все повернуться. То есть помогайте всем, помогайте чем можете, и забудете на короткое время о себе, и в это время может возможность к вам прийти. Давайте посмотрим, что говорят цыганские карты вам. Ну, конечно, будет сложно, нужно приложить много усилий для того, чтобы выправить ситуацию. Может быть, просто лучше подождать. Посмотрим, что будет у нас в цыганских картах. Девятка крестовая или девятка трефовая. Но все-таки потери. Может быть, даже вот эти потери, да, то, что не получается никак, может повлиять на вашу самооценку, на веру в себя. Вот знаете, что вам поможет? Вам поможет встреча с человеком, который обладает каким-то статусом, чтобы он помог вам, скорее всего, найти работу, раз. А во-вторых, нужно вам себе самому разрешить пробовать разную деятельность, разные работы, прям переходить с места на место. То есть вы, допустим, может быть, думаете, что вот если у вас не получается с одной работой, у вас то одна, то другая, то третья, вы думаете, что это плохо, что это как-то разрушает ваше, ну, как бы, ваше мнение о вас окружающих, да, но на самом деле это нормально. Разрешите себе пробовать, разрешите получать разный опыт, и вы поймете просто, что вам нужно. Может быть, у вас просто сейчас нет понимания, чего бы вы хотели, чем заниматься. Поэтому просто беритесь за разную работу. Не понравилось, уходите, берите следующую, ищите. То есть вам желательно бы, конечно, чтобы вот так сейчас было. Вот не разочаровывайтесь в себе, это нормально. Дайте себе время, дайте себе возможность. Давайте посмотрим, что ждет весов в финансах. Выпадает звезда, а старший аркан, она, как всегда, у нас исполняет желания, да? Вознаграждает прошлые усилия. То есть если вы уже что-то делали, вкладывались, да, вот может прийти награда. И вообще, эта карта надежды, она дает надежду на улучшение. Придется, конечно, подождать, но уже будущее вот это счастливое приближается, да, ваше равновесие финансовое, оно начинает восстанавливаться. А туз пентаклей как совет, как решение идет, как действовать, да, и это самая лучшая карта в колоде, которая является символом счастья и богатства. То есть, возможно, прибыль какая-то придет, может быть, подарки ценные, возможно, какие-то долгожданные возможности, денежная помощь и наследство, кстати, по этой карте может быть. Может быть, даже покровительство каких-то высокопоставленных лиц. Вот, кстати, вот, да, по девятке крестовой как раз у нас тоже такой совет, что нужно соглашаться или привлекать людей, самим, может быть, идти на контакт с этими людьми, которые могут вам помочь в работе и финансах. Вообще карта говорит, что трудный период заканчивается, скоро абсолютно все вопросы будут решены, все тревоги позади. Может быть, еще прибыль от вложений ранее, да, бумаг каких-то ценных. Давайте посмотрим, что говорит цыганская колода, какой совет дает, какие события предсказывает. И выпадает у нас валет червовый. Валет червовый говорит, что нужно делать все быстро, нужно легко принимать и возможности, и помощь, но нужно остерегаться такого вот легкомысленного, поверхностного подхода. Действовать легко, но не легкомысленно. Смотрим на расклад. В принципе, довольно-таки гармоничный, многие энергии присутствуют, вернее, почти все присутствуют, кроме энергии огня, мало энергии огня, то есть мало действия, мало оптимизма, мало веры в себя. Вот это вам нужно добавить. Можно с помощью физических упражнений. Можно просто
прогулки длительные, да, то есть нужно прям движение добавить для того, чтобы вот эта энергия, она перешла у вас в дела, в отношения, в финансы, да, то есть обязательно нужно добавить. Не хватает у вас вот этой энергии, из-за этого может быть у вас и нарушение, в принципе. Дорогие весы, пусть самое лучшее из расклада сбудется. Счастья, удачи вам. С вами была Ольга Быстрова. До новых встреч.